Я бы сегодня хотел проповедовать на тему библейское основание самооценки. У меня к вам вопрос. Как вы думаете, какие чаще вопросы задают христиане, находясь в церкви? Какие они задают вопросы, подходя к своим лидерам, духовникам, пасторам? Какие они задают вопросы чаще всего? Кто скажет, кто смелый? Они думают, знаете, вот статистику провели, и из 100 христиан двое только задали вопрос о религии, а 98 человек, они задали вопросы, а почему мой муж пьет, а почему у меня сын наркоман, а почему мою дочь изнасиловали, а почему умер ребенок мой, а почему болеют мои родные. А мы на грани развода. Что мне делать? Знаете, и пастор, и служителя, мы должны уметь отвечать, поэтому мы должны уметь совершенствоваться. Вот Давид говорил, что вот на той неделе здесь служил у нас Дмитрий Анатольевич. Это не тот Дмитрий Анатольевич, не Медведев. Дмитрий Анатольевич Маслак. И видно, что человек очень образованный, да, он совершенствуется, учит. И мы должны также стремиться к этому. И не смотреть, у меня 8 классов образования, и я все равно стремлюсь к чему-то, совершенствуюсь, учусь чему-то, потому что и самое главное, что я хочу меняться. И поэтому, что я сегодня буду говорить, я сам проходил через это и прохожу до сих пор. Потому что у меня была очень низкая самооценка. Все время. Даже придя в церковь, у меня все равно была низкая самооценка. Слава Богу, что у нас есть Бог, который, знаете, это одна история, одна женщина, она пришла к пастору и сказала, меня муж очень жестоко бьет, он меня хочет убить, он каждый раз хватается за нож, за топор, он мне всякие гадости говорит, что мне делать? Я хочу развестись с ним, я не могу, у меня еще столько детей, я хочу развестись. И пастор говорит, нет, Бог против разводов, разводиться нельзя, терпи, Бог терпел и нам велел. Смиряйся под крепкую руку Божью. И через некоторое время он ее убил, он затыкал ее ножами, зарубил ее. И пастор сделал вывод. Мало было веры у этой сестры. На то воля Божья. Ужасно, когда пастор так говорит. Ужасно, когда мы не совершенствуемся, когда мы не читаем книги. Мы даже не читаем книги иногда. Мы приходим в христианство, у нас одна книга Библия, но мы должны совершенствоваться, читать что-то. Маслак вот говорил же, он перед тем, как инвестировать, он читал много-много книг. И также, когда я, придя к Господу, я понимал, мне было очень трудно. И я понимал, меня и обезьяной называли в церкви. И всего, как только меня не назвали свои же христиане. Потому что я 2 слов связать не мог и нормально говорить не мог. Общаться даже нормально не мог. И люди всякие гадости говорят, знаете. И я понимал, да, и я готовился, также я хотел семью. И я понимал, я не готов иметь семью, потому что у меня самооценка низкая. И я боялся, что-нибудь вдруг выстрелит из меня, потому что оно иногда что-то выходило из меня, вот это из прошлого, из старого. Иногда мне охота было человека просто побить, иногда хотел послать куда-нибудь туда. И всякое, чего только не было, чего только не проходил. И знаете, если мы делаем самооценку сами себе, вот поверьте мне, сами себе, самооценка
Вы сегодня, если будете внимательно слушать и истории какие-то из Библии, и вы посмотрите, я вам здесь нарисую то, что мне Бог дал. Я это проходил сам. Я работал с этим. Нужно работать. Всегда нужно работать. Мы такие христиане, мы приходим и говорим, я новое творение. Просто читаю Библию, но изменяться я не хочу. Меняйтесь вы, меняйся ты. Но мы должны смотреть на себя. Писание говорит, вникай в себя, и в учение, так поступая, себя спасешь и слушающих вокруг тебя. И поэтому я понял, что мне нужно заняться. Но заняться нужно самооценкой не такой, знаете, как этот мир. Этот мир, стандарты этого мира, они печальны. И все стремимся, мы, к сожалению, даже христиане, стремимся к этим стандартам. Но у нас есть другой стандарт, у нас другие есть ценности. И когда мы начинаем оценивать себя, знаете, то мы берем последнюю букву алфавита «Я». Я такой хороший, я такой красивый. У меня 3 высших образования. У меня столько финансов, у меня дача, машина, крутая тачка и тому подобное. Я. Иисус, вот Он где. Иисуса в нашей жизни нету, только огромное «Я». Последняя буква алфавита становится первой буквой в нашей жизни. Это называется эгоцентричность. Мы эгоцентричны, мы смотрим на себя. Знаете, даже со стороны люди не могут оценить. Вот просто посмотрите на меня. Кто-то мне говорит, я толстый. Кто-то говорит, ты в меру упитанный. Я среди толстых худой. Среди худых я толстый. Мнение у людей, у всякое мнение. Люди смотрят по-разному. Знаете, кто-то говорит, что я умный, кто-то даже говорит, что я мудрый, а кто-то говорит, что я болван. Я вам серьезно говорю. Кто-то говорит, ты добрый, а кто-то говорит, ты жесткий очень. Люди оценивают со стороны. И эта оценка, она неадекватная. У нас оценивать должен Бог. Через Божью призму Бог оценивает нас. И я рисовать, к сожалению, особо не умею. Вы меня простите, но я постараюсь вам нарисовать и что-то объяснить из своей жизни и из Библии. Конечно, больше из Библии. Я хотел бы нарисовать, может, кто-то выйдет, нарисует мне, кто умеет рисовать кувшинчик, мне нарисовать надо. Вот побольше. Не можете? Вот. Это будет так, это так тогда, это так, вот так. Кувшин. Нормально? Вот здесь внизу у нас самооценка. Это в глубине кувшина. Мы все сосуды Божьи. Мы все сосуды Божьи. И в глубине у нас вот эта вот самооценка. Вот есть здесь Бог. Здесь, когда мы не познакомились с Богом, еще мы не пришли к Богу, здесь есть стандарты, вот, которые на самооценку. Этот внешний мир, он влияет на твою самооценку. Как люди говорят о тебе, как общество говорит о тебе, где ты работаешь, говорят о тебе, с кем ты общаешься. Вот твоя самооценка, она от внешнего мира очень влияет. И низкая самооценка, мы поговорим об этом, она идет с детства. У меня почему очень низкая самооценка была, очень низкая, да ужасно низкая самооценка, из-за того, что оно с детства. Какое у нас было детство, и мы из Библии еще посмотрим это.
Дальше у нас идут здесь потребности, нужды, потребности, нужды. Потом у нас идут чувства. Вот здесь чувства, а еще один слой. Здесь уже реакция наша. Здесь уже поведение наше. Вот нам нужно смотреть в корень, зри в корень. Мы смотрим, мы хотим изменить свое поведение. Вы никогда не измените свое поведение. Вы останетесь все время таким, каким бы был. Каким я был, таким остался. Нам нужно смотреть вот этот слой и смотреть вниз самооценку. Когда я понял, что мне очень трудно измениться, я понял, мне нужно копать, что-то читать. Потому что я понимал, я готовлюсь к семье. Если меня жена увидит таким, она меня и видела таким вначале, взрывным, реакцию мою. Что-то не так. Знаете, с этим нужно работать постоянно. Если с этим ты не работаешь, все у тебя будет вот на уровне поведения чувств. Чувства, говорят, знаешь, чувства на уровне. Вот почему у нас возникает, вот если у тебя самооценка низкая, да, вот это влияет, вот откуда это, потребности, от потребностей и нужды, какие ты не получил. Какие прежде у нас потребности? Это любовь. Любовь. Нам очень нужна любовь. Нам очень нужно внимание. Моей жене очень нужно внимание. Кто меня этому учил? Никто меня этому не учил. И я понимал ей. Она мне, когда подходила, говорит, ты меня, Олежка, сегодня не обнимал. Я думаю, как не обнимал? Я тебе же доброе утро сказал. Знаешь, даже психологи говорят, что нужно человека в течение дня 8 раз обнимать. 8 раз. И поняв это, я своих детей очень часто обнимаю. Очень часто. Я всегда, и дети мои хорошенькие, мои сладенькие, мои хорошенькие. Ты умница, ты прекрасная, ты красивая, ты чудесный. Обнимаешь и говоришь эти с него слова. Внимание очень нужно. Мы нуждаемся. Это наша потребность. В защите нуждается. Женщина всегда нуждается. Братья, вы слышите? Женщина всегда нуждается в защите. В защите не физическом, вы не думайте только. В физическом это самое последнее. Она нуждается в защите вашей в чем? Чтобы вы финансировали, да? Чтобы она не думала об этом. Ой, откуда там деньги достать, где бегать. Хотя женщины все бегают. Я вижу, все сестры у нас бизнесменки. А где у нас мужчины-бизнесмены? И внимание. Также есть у нас независимость. Дети, подростки, они становятся независимыми. Они неуправляемы. И нам нужно это понимать. И это все выливается в чувства, а потом это в реакцию. Вот когда вот это вот все влияло на нашу самооценку, то мы как вот низкая самооценка, это с детства идет, да? Мой папа бил маму, пил все время безбожно, мог по теме и не по теме по шапке дать. И это с детства. Самооценка у меня низкая самооценка. Из детства идет. Мы из Библии это, еще посмотрим это из Библии, увидим. Там сын Иоаннафана, Иоаннафан это друг Давида был, и его звали Мемфиосей, вроде, сейчас я прочитаю точно, чтобы сказать. Да, его звали Мемфиосфей его звали. И у него был дедушка Саул, царь Саул. И вот когда их убили в этой битве, то весть пришла, ему было 5 лет, Мемфиосфею. Ему было 5 лет.
ему пришла эта весть. Он с детства уже получил. Мы с детства получаем какую-то огромную боль. Такая-то трагедия у нас в семье. Там папа, мама развелись, одни воспитывали, там кого-то убили, там кто-то умер. И много-много-много чего. С детства, знаете, дети... Вот почему нужно правильно воспитывать детей. Слава Богу, что мы здесь учимся этому. Чтобы мы правильно воспитывали детей. Был правильный подход к детям. И также и в библейских, здесь воскресных школах. И вот этот Мемфиосей, его нянька, когда несла на руках, она его нечаянно уронила. И он стал хромым, он не мог ходить. И у него с детства он был инвалидом. Потом у него не состоялась его вот эта царская жизнь, потому что отца убили, папу убили, а он был царских кровей. И он не получил, это огромная травма, он потом его приняли в какой-то там дом, там был слуга, и в этом доме его там он кушал объедками, знаете, и он себя, когда он пришел к Давиду, у него была низкая самооценка, он сказал: я мертвый пес. И он присмыкался перед Давидом. И он также, низкая самооценка исходит из того, что человек очень часто, жалея себя, он обвиняет других. И Мемфиосей, он обвинил этого слугу, он его обвинял, он говорил, это он, из-за него это все произошло это. И у него была низкая самооценка, он называл себя мертвым псом. Мы можем это почитать. Вот давайте прочитаем, и это нету места Писания, вот я не давал там, вот 2 Царств, 4 глава, 4 стих, здесь написано. Иоаннафана, сына Саулова, был сын хромой. 5 лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Иоаннафане из Израиля, и нянька его, взяв, побежала. Когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромим. Имя ему Мемфиосей. И потом в 9 главе мы здесь читаем, когда царь Давид узнал, он говорит, кто-то от Саула остался, кто-то какая-то родовая осталась от Саула. И говорят, вот там есть, да, остался сын там, и от Иоафана, вот, внук. И он говорит, давайте зовите его сюда. Они позвали его, и он ему, да, потом он его как бы... дал ему там дом, все, дал ему земли, вернул ему то, что принадлежало Саулу. То, что принадлежало Саулу. Вот. И в детстве, вот почему мы должны к детям относиться очень внимательно и осторожно, и вести разговор. Их не нужно сразу наказывать. Если ты ребенка наказываешь и не объяснил ему, то это печально, вам скажу. Мне папа ничего не объяснял, он жестко наказывал просто. И я не понимал, за что. И когда ты вырастаешь, ты начинаешь делать то, что делал твой отец. Я хотел бы еще немного сказать, я хотел бы, чтобы мы открыли местописание. Римлянам 12 глава, очень важно. Римлянам местописание, Римлянам 12 глава. 12 глава. И прочитаем 3 стих. Здесь написано: «А по данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Слышите, да? Потому что завышенная самооценка – это гордые люди, заносчивые. И это был пример Навуходоносор. Это царь, мы можем прочитать в Даниила. И он сказал, он был гордый, когда ему пришли, и Даниил его начал обличать, и растолковал ему сон, то он сказал, он был гордый, и поэтому он говорит, здесь прочитаем, Даниила 4 глава, и здесь прочитаем с 25 стиха. «Все, что сбылось над царем Навуходоносором, по происшествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал:
Это ли не величественный Вавилон, который построил я? Вот это я. Я построил, я купил. Это я построил этот дом. Это я купил эту машину. Что тебе надо, старче? Иди-ка ты отсюда. При разводе так, это я построил, это я купил, это мои сбережения. Когда начинается развод, дележка начинается. Это я все сделал, знаете. И он говорит, царь сказал, это ли не величественный Вавилон, который построил я, и дом, царство, силой мое могущество, и славу моего величия? И еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос. Тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя. Он сразу, видите, гордый человек, он сразу же падает, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бог гордым противится. Когда мы начинаем гордиться тем, то, что мы заработали, или что, у меня там 3 высших образования, 2, и он здесь дальше читает, «И отлучать тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, и 7 времен пройдут над тобой, доколе познаешь, что Всевышний Владыка владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». Видишь, и это слово исполнилось. Он возгордился, это другая крайность, гордость. Когда человек гордый, когда человек заносчивый, когда его начинает нести. Мы должны оценивать себя правильно. Правильно оценивать. Притча 11 глава и 1 стих. Притча 11 глава. И 1 стих. Здесь написано, неверные весы – мерзость перед Господом, но правильный вес угоден Ему. Правильно взвешивает. Бог всегда взвешивает. Бог говорит, иди сюда, Олежка, я взвешу тебя. У меня весы верные, у тебя неверные весы. Сам себя не надо оценивать. У меня верные весы, у тебя неверные. Ты сам себя возвышишь. Ты будешь только якать. Я. Давай, говорит, я взвешу тебя. У меня верный вес. Он говорит, вот эта мерзость, когда мы взвешиваем и сами себя начинаем от этого мира, под стандарты этого мира, если мы не подходим, то... Но, слава Богу, приходит Бог. Вот здесь преграда стоит. Вот это преграда. Вот когда мы каемся, Бог разрушает вот эту преграду, да? Вот это вот. И мы становимся новым творением. Когда мы становимся новым творением, наша самооценка должна подняться. Мы новое творение, все старое прошло, теперь все новое. Мы скидываем эту старую одежду, свою ветхую жизнь, мы выкидываем ее из своей жизни. Мы наводим порядок вот здесь. Здесь вот это наша мебель, не трогать, вот здесь моя кушетка, вот здесь мой телевизор, вот здесь мои вот сбережения там. И все мое, такая рухлядь там. И Бог говорит, надо это выкинуть все. Старые какие-то мои обиды, мой опыт там, как я там жил с кем-то там и тому подобное. Знаете, столько барахла здесь, в нашем разуме, знаете. Потому что Бог говорит, каковы мысли ваши, таковы и вы, таковой и человек. Каковы вы, о чем думаете? Вот сейчас вы сидите, о чем вы думаете? И сразу можете понять, вот такой я, оказывается, человек. Сидишь, думаешь, что поехать сегодня, купить надо там. Там детей покормить там, ага. Мужа. Вот завтра праздник, послезавтра праздник, там надо одежда, мне платье красивое. Ну вот таково и ты. Если ты сюда, в Дом Божий пришел, я пришел, если в Дом Божий, я внимательно слушаю Божьего человека здесь. Слушаю Бога через него. Мы должны быть посредниками, мы должны быть мостами, чтобы вот этих людей, чтобы когда Бог, Он приходит, разрушает вот эту стену, приходит, и мы во Христе уже новое творение. И во Христе
как я побеждаю? Когда у меня есть потребности и нужды, я понимаю, мне это Бог дает. Бог восполняет мои потребности, но я работаю над этим. Я не на халявщик, знаете, на халяву, как. Помните, Голубков в 90-х годах был, да? Да не халявщик, я партнер, да? Мы такие партнеры. Хотим чьи-то деньги кушать, да, партнеры? Да. И вот эти потребности и нужды наш Бог восполняет, когда мы работаем. Наша самооценка поднимается как? Он говорит, ты сын мой, ты дочь моя. И он мне говорил, когда я начал этим работать, он говорит, ты можешь, Олег. Твоя самооценка должна, потому что ты будешь побеждать только силою возлюбившего. Ты моей силой сможешь побеждать, моей мудростью, своей ты никогда не победишь. Когда ты будешь читать, молиться и будешь делать, потому что вера без дел мертва. Мы иногда просто верим, но вера без дел мертва. Мы должны делать. И тогда у нас чувства какие? Потребности, если нужды от мира, вот они не восполнены, да, потребности, что чувства какие? Печальные чувства. Если потребностей нет, вы видели своих жен, своих мужей, если потребности не восполнены, детей, их никакие чувства. Дайте мне это. Знаете, вот когда мы в миру, у нас вот такие потребности не получили, и чувства какие? Хочу. Нуждаюсь, умру, но возьму. И гордый человек, вот у него потребности, чтобы получить, он пойдет, у него чувства, он через эти переступит свои, и он затопчет все, но он получит. Я хочу. И он скажет, самооценка моя, я крутой, я достиг этого. Знаете, а сколько людей пострадает, сколько по головам людей он пройдет, сколько судеб сломается. Он даже об этом не думает. И поэтому мы должны смотреть на это. Вот Мефиосея была низкая самооценка, да? Почему? С детства у него с детства это было. Да? И он себя называл мертвой собакой, я мертвый пес, мерзкий. Он сам себя называет, и мы часто очень сами себя также называем. Да я никудышная, ничего я не успею, ничего я не сумею. Вот потому что у меня нету мужа, и потому что я вот такая, неумеха там. А вот она все умеет, вот у нее муж такой высокий, красивый. Это все идет от низкой самооценки. Знаете, мне одна рассказывает, вот я женила на себе, говорит, брата. А почему? Потому что у нее низкая самооценка была. Она женила на себе, а потом через несколько лет, говорит, ищет себе мужа другого. Печально, вообще печально. Вообще печально, я вам скажу, это печалька, плакать охота. Она ищет себе другого мужа. Из-за низкой самооценки. И когда она рассказывает, я вижу у нее, какая низкая была самооценка в детстве. Она рассказывает об этом, плачет, рассказывает. Да. Слава Богу, она работает с этим. Она нашла психолога, слава Богу. Потому что есть хорошие психологи, христианские психологи, хорошие. Я не психолог, сразу вам скажу. Вам нужно работать с этим и самим работать. Самим. Если вы сами не будете работать, я это сам работал. Как Дмитрий Анатольевич говорит, это мое, да? Как? Это мое. Я работал над этим. И Навуходоносор, у него, наоборот, была завышенная он гордый был, потому что Бог гордым противится. А он сказал, нет, это все я сделал. И также мы, знаете, пытаемся что-то сделать. Давайте мы поговорим немного, как повысить свою самооценку. Как повысить? Вот здесь в новом творении мы побеждаем только когда
Мы побеждаем, когда этот барьер сломан. Самооценка, мы во Христе, мы новое творение. Тогда Он восполняет наши нужды. Если даже не восполняет что-то, мы не получаем, мы понимаем, нам нужно двигаться. Тогда у нас чувства есть какие? У нас есть радость, мир. У нас есть реакция наша тогда хорошая. Тогда мы встречаем братьев и сестер. Видно же сразу христиан, кто добрый, а у кого печалька на лице. А что такой печальный? Зато красивый. Давайте мы поговорим, как повысить свою самооценку. Первое. Это очень важно. Вы уникальны. Вы сотворены по образу, и вы должны понять. Вот я повышал, и все время говорил. Приходил к зеркалу, говорил. Я уникальный. Я сотворен по образу и подобию Божьему. Приходил к зеркалу и так говорил. Хотя я сам себе не нравился. Я вообще не красивый мужчина. Мне только Татьяна говорит, что ты красивый самый. Да? Брэд Питт отдыхает, говорит. Это мне жена так говорит, да. Я успехом никогда не пользовался из-за того, что у меня низкая. Я мог за деньги только. У меня денег много было, когда я был в криминале. И я мог за деньги хоть что-то купить и царить ими там. Потому что легкие добытые деньги, они так же легко уходили. Вот. И я приходил в зеркало и говорил, я уникальный, я красивый, я сильный, я мудрый. Но я работал. Это не просто что говорить, как Дмитрий Анатольевич говорил, говорит, приходите, деньги, приходите. Они не придут, если не будешь работать. Деньги так просто не придут. Это харизматы так привыкли. Приходите, деньги, холодильник наполняйся холодильник. А он не наполняется уже 3 года. Наработать надо, чтобы он наполнился. Правильно? И я приходил, и я понимал, мне нужно работать. На работу выходить. Я выходил, и я работал, и зарабатывал. Значит, когда я первую зарплату заработал, вот моя сестра Света не даст соврать, я поехал на рынок, Света говорит, иди, говорит, там хоть что себе купи. Я поехал на рынок китайский, купил, первый раз за свои деньги купил себе туфли, там брюки, что на китайке. И такой, я помню, сел, Света еще не было, купил, пришел, сел на колени, говорю, Господь, на руки свои смотрю, Господь, спасибо. Первый раз, и знаешь, и плачу. Сижу и плачу. Я заработал. Сам на свои деньги купил, хоть китайское, но купил. Сам заработал. Не взял, как Робин Гуд у государства. Знаете, Иова 37, откроем, 37 и 7. Иова 37 и 7. Иова 37 и 7. И 7. Здесь написано про наши отпечатки. Вот здесь написано, видите, даже Иов писал, Бог уже знал. Он говорит, он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дела его. У нас отпечатки у всех разные. Даже просто поэтому можно понять, и кто не верит в Бога, я удивляюсь. Даже просто говорю, вот твоя ладонь, у тебя другие отпечатки, нету таких. Похожие люди есть, даже двойники есть. Очень похожие люди есть. Но отпечатков нету одинаковых. И здесь Бог, Он ясно, четко говорит. И так что мы должны понимать, я уникальный. Когда я читал эти местописания, думал, я уникальный, у меня отпечатки пальцев. Не в полиции теперь, а у тебя, Бог. Потому что везде были в полиции мои отпечатки пальцев. Но теперь я славлю Бога, что у меня есть эти отпечатки, и я могу обнимать этими отпечатками вас, братьев, сестер, свою жену этими отпечатками. И благословлять, прикасаться.
Мы уникальны, потому что в псалме также говорится, как дивно я устроен. Я говорил этот псалом и читал его, подходил, как дивно я устроен, какой я красавчик такой. Говорил, и Господь говорил, ты все побеждаешь силой возлюбившего. Только так. Второе. Когда вы говорите, меня никто не любит, я одинокий, я одинока, там, забудьте про это. Я тоже в одиночестве долго жил. Одиноко долго жил. И придя в христианство, я уже 8 лет не мог себе жену. Говорю, Господь, дай мне жену, дай, Господи. А Бог говорил, учиться надо, учись. Подготовиться надо. Семейная жизнь – это не просто пойти колбасу купить. Семейная жизнь – это сложная, надо готовиться к семейной жизни. Ты должен быть готов к семейной жизни. И я готовился, и все равно я не был готов. На 50 даже процентов. Вам честно скажу, я не был даже на 50% готов. И поэтому у нас первое время были... Слава Богу, Бог есть, и Бог дает силы, чтобы мы могли работать. И Бог, Он, Иеремии говорит, вот что, Иеремия 2, что Бог любит нас. Иеремия 31 глава. Иеремия 31 глава, и откроем 3 стих. Иеремия 31 глава, 3 стих откроем. Читаем. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Видите? Он издали, Он явился к нам. Он к нам пришел. Когда мы покаялись, Он пришел к нам. И Он говорит, я вечной любовью. Он никогда, если люди бросят вас, сегодня любят, а завтра не будут любить. Потому что вы не так поступили, не так сказали, не то же сделали, знаете. Вот, во-первых, мне все время там, не то сделала, Таня, ты не так сделала. Бог говорит, сам встань и сделай. Бог же такой, наш мудрый, он говорит, встань сам и сделай. Встань, иди помой посуду. Встань, иди полы помой. Что ты сидишь здесь, вякаешь? Давай, Алишка, делай. Ты же хочешь самооценку свою повышать. Ты хочешь же быть хорошим отцом, мужем. Но нужно работать с этим. И так что Бог уже давно обратил на вас внимание. Давно Он вас избрал, давно обратил внимание. Он давно вас ждал, Он издали, как этот блудного сына, когда он там стоял и ждал. Да, он его ждал, там, все, дорогу открыл ему там. Все приготовил для него. И побежал ему навстречу. Там написано, сын идет, и он побежал к нему навстречу. Представляете, как он любит вас? Настолько он любит вас. Он все время ждет вас. Он все время, когда вы сидите, плачете и говорите, ой, я одна, я один. Бог все время говорит, я здесь. Алло, я здесь. Садись на колени, дочь моя, ко мне. Знаете, мы можем духовно это чувствовать. И Он будет обнимать, и Он будет говорить, ты самая красивая, ты самая чудесная у меня доченька. Лучше нету. Он всегда так. Он всех одинаково любит, безусловной любовью. Но когда один на один, поверьте мне, Он скажет вам такие слова. Ты мне самая лучшая. Я всегда всем своим детям так говорю, ты мне лучшая, Девора. А потом через некоторое время, Дарина, ты не ты лучшая. Потом, Елисейчик, ты самый прекрасный. Венечка, иди мой, звезда моя. И каждому говорю, ты лучший, ты лучший. И они думают, так самооценка у них повышается. Третье. У Бога есть план для тебя. Всегда. Всегда есть план. Всегда. Иеремия. Откроем Иеремии 29 главу и прочитаем 11 стих здесь. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас,
говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Он имеет план для вас с самого начала. Самый лучший план в мире, поверьте мне, не ваш план, у него и план уже приготовлен, план на плане, чтобы вы были благословенны. Он говорит, я знаю намерения, какие о вас. Говорю, Господь, намерения во благо, не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду, чтобы у вас было все хорошо, чтобы вы не страдали. Он разрушил эту стену. Вот когда он разрушил эту, на кресте он это сделал, на кресте. Иисус это сделал, чтобы разрушить эту стену между нами и Богом, чтобы наша самооценка поднялась, чтобы я сказал, я дитя Божье, я спасен. Я был когда-то во тьме, теперь я во свете. Когда-то я был не помилован, теперь я помилован. Когда-то я был рабом, теперь я сын Божий. Знаете. И Он поднимает так самооценку через свое слово. Он омывает и меняет наш разум раз за разом. Наш разум начинает меняться через Слово Божье. Когда он был наполнен прошлым, знаете, прошлое, оно всегда там пытается что-то тебе навязать. А помнишь там, опозорить тебя ты? А помнишь там, вот, тогда ты где-то делал, ты это творил. Да забудь это, Бог взял это, закинул за хребет. И там поставил плакат: не копаться, здесь бомба, здесь помойка вонючая, не надо копаться в вонючей помойке. Он закинул, не надо в этом прошлом копаться. Если хорошее прошлое, пожалуйста, хорошее прошлое есть, чтобы мы не забывали что-то, чтобы не уходило из памяти нашей. Прошлое. Вот. Никогда не сравнивайте себя с другими людьми. Знаете, мы любим сравнивать. Вот она такая, а он такой, а у них столько есть, а у них столько. Никогда не сравнивайте. Апостол Павел говорит, кто так делает, тот поступает неразумно, тот глупый, дурачок вообще. Он говорит, кто сравнивает себя, то, что мне Бог дал, зачем мне сравнивать такую красотку, таких детей, квартиру, все дал мне, зачем мне что-то с кем-то сравниваться, зачем этот мир, вот этот мир, он говорит, ты отстал, давай быстрее, потребности, нужды, чтобы у тебя чувства были, реакция твоя. Все плохо, плохо, у них все хорошо, хорошо, у нас плохо, мы отстали, у нас только квартира, а у них уже дача и сарай, там еще гараж. Знаете, вот так мы. А что, она ему, он ей бриллианты покупает, а ты еще не покупаешь. Да зачем нам бриллианты? Я сам бриллиант. Который Бог обрабатывает, этот бриллиант. Он уже огранки делает. С этим алмазом-то работает. Так с каждым. Он каждого любит. И он каждым работает так. Каждого так хочет обрабатывать. Это мы не хотим. Вот этот глиняный сосуд, знаете, когда Бог начинает лепить, вы видели, начинает разгонять это, видели гончарный круг? И начинает лепить. И вдруг не так, ты начинаешь лепить, и эта глина, еще не сформировавшийся сосуд, говорит, ты меня не так лепишь. Хлюсь туда-обратно. Водичкой полил, по новой будем лепить тогда. Так в жизни. Мы в христианстве так и живем. Он лепит так. Уже 15 лет, 20 лет прошло, и я все такой же. Хлесть обратно. Опять по новой. У него терпения много, у него времени много. Вообще он в этом спокоен. И он начинает. Давай. Олежка, давай. И он так, чтобы больно не было, хлесть тебе туда и водичкой так, чтобы тебя там отмыть от тебя всяких этих примесей мирских там, от твоих мышлений дурацких там. Знаешь, в голове такая каша, мои мысли, мои скакуны, и они поскакали куда-то, скачут. И думаешь, Господи, как они сюда прискакали.
Вот здрасте, приехали, да? Мы должны работать. И тогда в действительности мы, когда начинаем работать, мы не изменяем свое поведение, свою реакцию, свои чувства. Вы смотрите на самооценку, смотрите, откуда, зри в корень, откуда это пришло. Проанализируйте, посидите, подумайте, откуда у меня такая гордость, почему я такой заносчивый. Бывает же так, даже с низкой самооценкой я гордый был. Ой, да еще хватает, поверьте мне. Еще надо работать и работать. Кто думает, у меня гордости нет, у меня, как это один брат говорит, я не гордый. Да, врешь ты все. Не гордый ты. Потом поехали с ним, я так невзначай ему на ногу так. Ай-я! Ты че? И как начал меня там. Я говорю, вот, брат, видишь, да, чем наполнен, то от избытка сердца говорят уста. Да, Бог позволяет иногда так проверить. Не делайте так, а то в глаз дадут еще. Это по духу нужно делать, по духу, когда ты чувствуешь по духу, и тогда ты видишь, от избытка сердца говорят уста. Сразу видно, если нас за что-то затронуть, любименького, такие мы холесенькие, такие ангелы здесь летаем такие. А потом домой пришли, крылья спали где-то по пути домой. Что, кушать приготовила? Нет, это что? Быстрее дети, быстро побежали отсюда. Вдруг нету крыльев. Домой пришли крыльев, а сюда прилетели крылья. Хоть одели, летаем здесь. Парим, улыбаемся друг другу, обнимаемся. А домой пришли и по шапке своим родным, там всем досталось, и соседям, и продавщице по пути. И четвертое, последнее, на этом будем заканчивать. Я все преодолеваю силой возлюбившего меня. Римлянам 8 глава. Римлянам 8 глава. Римлянам 8 глава. 8 глава и 37 стих. Здесь написано: «Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас». Все. Все наши вот эти, вот у нас самооценка, все потребности, нужды, все мы преодолеваем, чувства наши, все это мы преодолеваем силой возлюбившего нас. Когда это приходит, мы понимаем. И здесь еще одно местописание, это 31 стих, здесь же, в этой же главе. Что же сказал на это? Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Кто может пойти против нас, если наша крыша – это наша папочка? Папочка наш отец, наша крыша, знаете. И когда самооценка твоя, смотрите, сама она, вот на этом будем заканчивать, самооценка ваша, если вы не смиритесь под крепкую руку Божью, не станете смиренно, будете гордым, то эта самооценка у вас останется на этом же уровне, вот который я вам показывал, да? Вот на этом же уровне. Вы должны под Слово Божье омываться баней водную. Через Слово Божье вы должны меняться, и тогда вы смиряетесь под крепкую руку, и тогда смиренный человек всегда будет думать. Знаете, как будет думать? Он будет думать, как Бог говорит. Как Бог говорит обо мне, как Бог говорит о других людях, как Бог говорит о твоих детях, как Бог говорит твою ситуацию. Смиренный человек, он смиряется, это не просто его своя самооценка, над которой он работает, но он смиряется под крепкую руку Божью, чтобы быть смиренным, потому что Бог гордым противится, и сказать: Господи, я хочу работать. Тогда твое мышление начинает меняться. Тогда ты думаешь: да, это хорошая сестра, да, это хороший брат, это хороший пастор, это хорошая моя жена, мои дети. Знаете, потому что Бог всех любит безусловной любовью, и Он хочет, чтобы наше мышление менялось, чтобы мы обновились, свой разум,
обновлением своим ума, чтобы преобразовались, да, преобразовались в Его образ, в Его образ. Мы как приходим ко Христу Иисусу и становимся новым творением? Мы входим в Него, а Он в нас. Мы в Нем, а Он в нас. Это удивительно, велика тайна сия, да, говорит, но Он в нас, и мы в Нем. И тогда Он работает этими руками, Он обнимает через меня, тогда Он говорит через меня. Он делает эти добрые дела, не я, и я Ему воздаю всегда всю славу, не себе беру. И тогда моя эгоцентричность никогда не поднимется. Здесь будет только Иисус, 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 Господь, и Его будем благодарить. Аллилуйя. Давайте встанем, помолимся.